7 вопросов экономического характера, в том числе законопроект о внесении изменений в законы о государственной закупке, Трудовой кодекс и другие, были рассмотрены на заседании парламентского комитета по бюджету, кредитам, организации и финансам. Одной из основных тем обсуждения стал вопрос предоставления льгот за оплату электроэнергии. Как известно, решением президента тарифы на электроэнергию до 1 апреля заморожены, но затем население ждет очередное повышение. Депутаты предлагают некоторые меры по стабилизации ситуации в этой сфере, а именно принять закон, временно приостанавливающий рост цен для основных категорий потребителей. Опять-таки нагрузкой на социальные слои граждан эти тарифы, повышение этих тарифов повлияет. Хотим продлить эту инициативу. Я надеюсь, коллеги, поддержите в этом направлении, потому как на сегодняшний день с учетом установки приборов учета мы видим, конечно, повышение собираемости, но тем не менее этого недостаточно. И сейчас парламентом при принятии бюджета было выделено около 500 миллионов на закупку приборов учета. Мы уже об этом говорили. Но необходимо время на его установление, на установление этих приборов учета, что, безусловно, даст положительную динамику, мы не сомневаемся в этом, но прежде чем будут они установлены, я считаю, что есть смысл подождать и тарифы, на мой взгляд, приостановить и не повышать. Напомним, что поэтапный рост тарифов на электроэнергию начался в 2022 году. В течение 3 лет цена поднялась с 40 копеек за киловатт-час до 1 рубля 70 копеек за 1 киловатт. Очередное повышение тарифов ожидалось с Нового года. Чтобы защитить социально уязвленные слои населения, правительство республики решило предоставить некоторым категориям граждан льготы. Учителя и многодетные семьи платят за свет 50% от потребления, а ветераны Отечественной войны – 30%. Говоря о льготах, министры экономики и финансов отметили, что на текущий момент механизмов, которые компенсировали бы потери организаций, предоставляющие услуги, нет. Министерство социального обеспечения республики по поручению руководства собирает перечень льгот из действующего законодательства, чтобы именно с указанием норматива, из которого вытекает впоследствии, для того, чтобы понять, о каких объемах выпадений средств мы говорим из выручки того или иного предприятия государственного. Но именно такого механизма, что есть категория учитель начального образования в государственных или частных учреждениях, какое количество учителей, какое количество у них объектов, то есть жилья, в отношении которых надо будет применять эту льготу, какое количество денег выпадает из выручки предприятий тех или иных, и прямой компенсации, которая просто покрывала бы эту разницу, такого механизма отработанного пока не существует. То есть, условно, еще года 2-3 вряд ли эта история заработает, и льготы, о которых коллеги только что говорили, это, как и сегодня, будет речь идти о том, что у Черноморэнерго, у местных водоканалов, у предприятий, это просто минус в прямом виде для них. Все вопросы, которые были обсуждены на комитетском заседании, будут вынесены на рассмотрение сессии парламента и рекомендованы к принятию в первом чтении. Аманда Пакеля, Раму Камке, Абхазское телевидение.